На улицах Анапы по колено воды, а людей эвакуируют. Родители бьют тревогу. В детском лагере «Черноморская зорька» отдыхают более 400 детей из Коми. Город остался без света. Некоторые дети несколько дней не выходили на связь. Какая обстановка в лагере сейчас, расскажет Дарья Вологжанина. Подходы к Черноморской зорьке. То есть у нас на сегодняшний день есть заградительные полосы в виде мешков. Режим чрезвычайной ситуации введен на Кубани. 13 августа буквально за 6 часов здесь выпала трехмесячная норма осадков. Города оказались затопленными. В Анапе 443 ребенка из Коми. Они отдыхают в лагере «Черноморская зорька». Вот так дети у нас идут на обед, завтрак, ужин. В первый день ребятам приходилось добираться до столовой вброд. Кому-то вода по колено, а кому-то и того выше. Но ситуацию с передвижением между корпусами решили быстро. Запустили автобусы. Дети признаются, что природные аномалии отдыху не помеха, а наоборот, некоторое приключение. На самом деле, я бы хотела сказать, что вообще не испортил. Потому что наши вожатые очень быстро нашли выход из этой ситуации, и мы в очень даже теплой компании проводим это время. В корпусах сухо, в столовой там? Да, у нас очень сухо, плюс мы установили специальный режим в нашей комнате, что как только мы входим в комнату, мы при входе снимаем обувь, поэтому у нас даже если небольшая лужа принесется в дом, то на кровати уж точно не будет мокро. Было непонятно, сначала мы сидели, просто ничего не делали. Нам приносили еду в корпус. Было скучно просто. Сейчас нормально? Да, сейчас все хорошо. В Черноморской зорьке отдыхают дети с инвалидностью. 4 семьи, 6 детей и их мамы. Были и проблемы с медпомощью. Ребенку с астмой нужно было лекарство. Помогла семья из Сыктывкара, которая отдыхала в Анапе. Семьям с детьми-инвалидами было предложено переехать в курортную зону на Крымское побережье. Ближе к ночи к ним пришли из администрации, предложили им переезд только их группе. То есть это 6 детей с инвалидностью и 4 родителя. Предложили им переехать в Крым, в город Саки, в Северное Сияние. Они согласились, утром позавтракали, их погрузили в микроавтобус и увезли. Сейчас они находятся в безопасности, хорошо устроены, то есть питание, все там налажено, они довольны. Паводок обострил проблему с электричеством. Из-за повреждения ЛЭП в лагере не было света. Электрогенератор обеспечивает работу пищеблока и клуба. Там дети могли подзарядить свои телефоны и позвонить родителям. Сейчас в вечернее время электроэнергия есть и в жилых корпусах. Нас сегодня согнали в часов в 11 утра из корпуса всех, для того, чтобы на машинах отвозить в столовую. Обещали нам мультики показывать. Мы очень обрадовались, схватили свои телефоны, севшие, зарядки и поехали все в столовую. Нас привезли, просто сгрузили в столовую. Никаких мультиков не было, света не было, электричества, мы ничего не могли зарядить. Зарядили только сейчас, когда был ужин и на его время подавали свет. Стоит отметить, что проблем с питанием здравницы не возникало. Дети всегда были обеспечены горячей едой и питьевой водой. Рассматривая жалобы детей и родителей на некоторые блюда, подаваемые детям в столовой, было пересмотрено меню в части их исключения. Развлекательная программа также сохраняется. Вожатые проводят мероприятия в жилых корпусах и клубе. Понятно, что генератор не мог в полном объеме обеспечить. Со вчерашнего дня, с 22:00, электричество восстановлено по полной схеме, то есть вода с большей части территории ушла, и это дало возможность запустить электричество по полноценной схеме. Запущена котельная. То есть на сегодняшний день ни перебоев ни с отоплением, ни с электричеством, ни с горячей водой, ни с интернетом и Wi-Fi, что наблюдалось как раз с 13 по 15 число, нет. В Черноморскую зорьку по поручению главы Коми Владимира Уйба выехала уполномоченный по правам ребенка Татьяна Козлова. Она на месте оценила ситуацию и совместно с коллективом санатория выработала дополнительные меры по стабилизации ситуации. Конечно, сейчас привлечены огромное количество сил. Подключена администрация города Анапы, подключилась прокуратура города Анапы. И были выделены специальные автобусы для того, чтобы был осуществлен подвоз детей. Горячее питание для детей не прекращалось на протяжении всей чрезвычайной ситуации, оно продолжается.
те жалобы, которые поступают от родителей, они в ручном режиме решаются. Заключен договор с городской Анапской больницей вместе с санаторием Черноморская Зорька. При необходимости дети туда госпитализируются. В условиях ЧС все работники учреждения в отсутствии электричества, связи и интернета предприняли все возможные меры, чтобы у детей не прекращалось обеспечение горячим питанием, не допустили вынужденную эвакуацию, дети находились в сухих корпусах. О ситуации с подтоплением и ее изменениями регулярно извещались все надзорные органы и руководство города Анапа. Сообщаю, что на сегодняшний день стихия отступила. То есть детские корпуса, в которых проживают дети, к ним организован пеший подход. То есть, в принципе, автобусы задействованы, но дети сейчас могут самостоятельно с торца здания заходить и выходить с корпуса, идти по сухому и перемещаться в клуб-столовую, в здание клуба-столовой для проведения досуговых мероприятий и для приема пищи. Со вчерашнего вечера на постоянной основе в корпусах и на территории санатория организована бесперебойная подача электричества и горячей воды. По информации оперативного штаба лагеря, обстановка сейчас стабильна. Эвакуация детей не требуется. Сейчас вода остается только между двумя спальными корпусами. С остальной территории она ушла. Ситуация нормализовалась, уже температура на улице где-то 25, наверное. Вон дети играют на улице, танцуют. Слышите, музыка громко. Сейчас у нас проблема остались только со связью. Со связью с интернетом. Вот вас очень плохо даже слышно сейчас. Вода почти ушла. Все равно еще и возят их на автобусах. На всякий случай нет, два корпуса. Один уже совсем нет луч. Вот, то есть можно спокойно проходить. Сейчас ребята позавтракали и танцуют вот на площади перед столовой. Работы по отводу воды с Пионерского проспекта, где располагается лагерь, продолжаются. Курортная магистраль стала одной из территорий, испытавших максимальный удар стихии. Оперштаб лагеря продолжает свою работу. Для оперативного взаимодействия родителей со специалистами лагеря создана горячая линия. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.